Город Уфа. Набережная реки Белой. Именно этот объект стал целью очередной рабочей поездки временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Река Белая – самая длинная и главная водная магистраль республики. На правом ее берегу строится набережная. 4 километра 920 метров соединят восточную и западную части Уфимского полуострова. По планам, на набережной вдоль реки Белой должны появиться филармония, объекты торговли, теплые туалеты, деловой центр, амфитеатр. Радий Хабиров едет проверить, как же ведутся работы. Это вот тот амфитеатр, который, условно говоря, будет сформирована, значит, зрительская зона. Сегодня уже начали в те плиты благоустройства. И нижняя плита, вот там она отшлифована, залита, и вот эти вот сейчас все ступени будут заливаться. И вот такой амфитеатр, такого летнего, симфонический оркестр, ОПНР и все остальные. А сцена моменты. Вот это, да? Или... Это пока склад, но в принципе предполагается. И... Вот сцена там будет, да? Да. И предполагался вариант, возможность, значит, соединить с водой, значит, площадку сделать и, условно говоря, с фонтанами какие-то там шоу, все остальные моменты реализовывать тоже в таком варианте. А сколько посадочных мест примерно на вот? Здесь порядка где-то 570-600 мест посадочных здесь будет, да. Я только вот не понял, все равно, извините. А симфонический оркестр где будет? Вот здесь вот сидеть или вот там, где вот... Ниже. Ниже, Ниже, да. И она еще должна была уходить площадкой в реку. Да, вот такую в реку. Есть это в проекте? Пандусы есть. Да. Спуск в воде пандусами предусмотрен, лестничные сходы пандусами. А вот это что будет? Пешеходный променад, беговая дорожка, велосипедная дорожка. Да. А вот проезжая часть где, вот ту дорогу, которую вы говорите, за забором? За забором? Там за забором еще тротуар. Вдоль скалы. А где вот дорога, которую хотят? Вот машина стоит. Вот где машина приехали. Вас, наверное, смущает то, что вот эти временные заборы, которые поставлены, это вот забор, который временно стоит, профмассив, этот центр, он как бы посередине проезжей части получается. Ну, то есть это временные заборы, которые установлены на сегодняшний день. И вот по опорам освещения, если так посмотреть, и на той стороне тротуар, здесь проезжая часть, велосипедная дорожка, тротуар также идет. Да. И который, значит, это самое временная зона, там еще она резиновым покрытием. То есть вот самое широкое, одно из, вот в этой части самое широкое место, это вот здесь вот, да? Самое широкое место. Самое здесь у нас место. Получается амфитеатр. Да. Так. Дальше рестораны, где вот, рестораны, что еще, какая здесь активность? Вот где штаб стройки у нас, там предполагается общественное здание, которое, оно у нас обеспечено инженерной коммуникации, электричества, канализации, водоснабжения, которое будет, в перспективе реализовано. А что это за общественное здание? Вот что там будет? Там примется решение. Разные мысли, начиная от филармонии, кончается. От дома, а там пятно застройки позволяет, да? Ну, пятно застройки двойное, там увидим. Модель есть. Модель есть, там покажем. Ну, то есть там большое, хорошее здание. Да, в штабе покажем модель. Вообще очень красивое место. Да. Вот здесь вот это вот посадочное, не бетон будет? Посадочное, она облицована вот деревянный настил, чтобы можно было расположиться, отдыхать. Вот она уже готовая, да? Ну, не то, что готовая, это мы как пример, предполагаем, разные варианты рассматриваем сейчас. То есть это деревянное, чтобы сидеть? Да. А можно садиться? Вот с выходом вот туда, такая полукруга, сцена здесь должна быть. Вот на этом уровне сцена здесь, правильно, нет? Так или нет? Да. Да, сделайте сцену, вот здесь вот оркестр, вон Саат Вилаева, и здесь вот 600 человек, вот это бомба, это здорово, да? Сможете сделать, наверное? Работаем. Это как время проводят там на старых колизеях, а у нас свой колизей будет. Смотрите, вот прям место такое вот. Да. Это самое такое опорное место. Это самое ключевое место. Здесь и будут все проводиться мероприятия. Потом все въезжающие гости
Там, блин, скалы еще красивее с той стороны. Правда, там, конечно, убрано с нее качественно, но тем не менее, когда мы въезжаем через Орловой мост, это самый красивый въезд. Салават Юлаев, телецентр, сами эти все скалы и так далее. А здесь еще концертная площадка будет, набережная вся обустроенная, освещенная. Ну, не знаю, мне очень нравится вообще. Рафич, у вас идеи на ходу рождаются? Ну, она... Ну, просто оно действительно напрашивается, чтобы здесь было большое такое сценическое место, потому что, представляете, почти 1000 людей, так вот, если битком набивать, то здесь можно проводить любые, мы можем Гергиева приглашать с его На симфоническим. открытом воздухе, Конечно, концерты в Уфе. конечно, вот то, что он делал, он такие практики делает. Да вообще любой симфонический, любой концерт, любое общественное мероприятие. Это будет точно самым крутым местом вообще. Вот, как Ну я вас считаю. же услышали? Да, конечно. Да. Спасибо. Это же пластик, да? Пластик или Нет, зачем это доска? Ну, пластик, да? Ну, на пластик, да. Это дерево с пластиком. Утопляемая отметка. Но она там благоустойчивая, там. Да. Для открытого, для наружника. Сейчас затопляем отметку зоны ледокола каждый год. Да, ну. И, соответственно, вот такой специальный материал. Это затопляемое? Это затопляемый, Рафович. Мы же отмываем. А что, здесь поднимается вода до этого уровня? Она каждый год или просто, в ну, этом наверное, году не не каждый год. 93-я отметка это раз в 100 лет, 88-я 8-10 лет, а это практически каждый год. Это затопляет отметка из зоны ледокола. Ух ты. Но в этом году не было затопления. Ну, значит, поднялась. если, ну, готовы к этому, да, что потом промывается. Это 84-й, 94-й, вот так же, да? Да. Вот эти все конструкции, они делаются разборными для того, чтобы можно было убрать. То есть вы их на зиму убираете, да? Ну, мы считаем, можно их и оставить, Рафович, потому что Ну, они один раз можно попробовать. экспериментируют. Здорово. По поводу канатной дороги, Рафаэль, тоже очень интересно. А какой канатная дорога? Канатную дорогу мы хотим вообще сделать. Это же как обзорная экскурсия мы называем. И поднять туда. Принципиальная схема всей набережной, которая сегодня в работе, длиной 4 километра 920 метров общей протяженностью. Условно поделена на этапы 800 метров, 1200 метров, 2 километра и еще 920 метров. Это начинается от железнодорожного моста От железнодорожного моста вот кусок. до Пугачевки. Да. Памятник Салавата Юлаева для ориентира. Наш Бельский мост, монумент дружбы, сам памятник монумент дружбы. Значит, здесь у нас на объекте присутствует 3 ГРБС. Это Минэкология, это Государственный комитет по транспортно-дорожному хозяйству Республики и Госстрой Республики. Значит, по гидротехническому сооружению ГРБС Минэкология. Сейчас все 4 очереди у нас законтрактованы, ведется строительство. Значит, участок от памятника Салавату Юлаева до юности гидротехническое сооружение построено, получено разрешение на ввод. Второй участок от спортивно-оздоровительного комплекса юности до река Сутолка, здесь выходит из-под Салавата Юлаева. Значит, первый участок протяженностью километр до мостового перехода построен, получено разрешение на ввод. Второй участок гидротехнического сооружения построен, выполнение почти 100%, значит, в конце года получим разрешение на ввод. То есть у нас получится 3 километра 200 метров. Параллельно мы ведем строительство в сторону Транссибирской магистрали, 4-я очередь, тоже завершение контракта в этом году, получаем разрешение на ввод. И 3-я очередь, это от улицы ориентир, улица Сочинская, здесь подъем, до поворота на Бельскую, вот здесь магазин «Лента» крупный, значит, тоже гидротехническое сооружение законтрактовано, ведем работы, срок завершения в этом году, значит, никаких принципиальных вопросов нет. Следующий главный распорядитель бюджетных средств это у нас Гостранс. Тоже работы в полной мере, значит, ведем, там никаких, в принципе, опасений у нас нет. Следующий главный распорядитель бюджетных средств это у нас Госстрой. Значит, проторгован контракт на благоустройство, вот зеленым отмечено на схеме, это от памятника Салавату Юлаева до мостового перехода. Нижние отметки, вот то, что мы спускали с вами, 88-я, 83-я, значит, еще благоустройство. Срок завершения тоже текущий год. Мы сейчас работы там по благоустройству ведем. Необходимо
решить вопрос, Ради Фаридович, по благоустройству самого гидротехнического сооружения, это в сторону Транссибирской магистрали. Вот альбом треугольником выделен вот этот сквер, который остается в случае, если мы продолжим проектирование на дорогу. Какая площадь его? Порядка 10 гектаров. Ну, там можно объект поставить. Ну, мы вот в предложении, там вот если дальше полистать, Ради Фаридович, там в виде сквера, вот, и вот он в таком формате. Если дальше... Это жилые дома, да? Да, вдоль склона, да? Вот это, да. Да, да. Это вот наш амфитеатр. Вот Да? это, да. И вот это все, плюс еще лагуна тут есть, да, какая-то? Там Есть, да? есть, да. В предложении остров в виде листа липы. Остров прямо, да? Да, он остров, да, он остров. Мы его благоустраиваем, и вот липа, липовый мед, Башкирия. Мы предлагали сделать филармонию. Это большой зал на 1700 мест для больших мероприятий, 450 мест для симфонического оркестра и зал камерной музыки. И здесь также есть четвертый объект, такой полу в рельефе, для расположения всяких функций по обслуживанию набережной, чего не хватает, там туалеты, ну все остальное прочее, много чего есть необходимость. Здесь в виде капли росы дом приемов, где-то около 2000 квадратов, но тоже, как если идея, не взяли чистую круг юрту, а так, конечно, с динамикой, как вот тема изменений и оберегающий этот зеленый элемент само себе здание филармонии. Здесь совершенно спокойно мы получаем хорошую транспортную доступность, формируем нормальное парковочное пространство, отрабатывали с акустиками, потому что у нас были сомнения по поводу ЖД моста, не будет ли проблемы. Но ответ очевидный, что все современные здания филармонии, когда опера-хаус обычно, опера каким-то, они все у воды. С учетом вот этого моста железнодорожного. Представляете, играет симфонический оркестр, в это время бум-бум приезжает. Нет, вот кажется, я на тему Да. занимались в первую очередь. Ну, Не как? будет У меня проблематики. самый главный вопрос. А вот Сергей Александрович, мы тоже дискутировали. Меня все уговаривают. Это пробьет. Электрички, метро, все нормально. Вот здесь тяжелые поезда. Ну и потом тяжелые поезда мы же, на самом деле, выводим на южный обход, где будут ходить электрички. А с моста нашего Бельского, Новоросского, который вот автомобильный, это видно будет? Видно? Конечно. Нет? Видно, да? Конечно. Да. А дорогу мы выведем туда, да? Вот она проходит, да? Вот она проход, как здесь она. Если эту дорогу сделаем, мы откроем набережную. Да, ведь? Да. И туда, и сюда. Я думал, что мы убьем набережную, мы наоборот ее откроем. Помните, мы же сразу поднимаемся вот по Трактову, выходим сразу на Пушкина. И конец улицы Пушкина. Сразу. Улица Трактовая, Мы открываем эту набережную. Да. Отсюда. Откуда отсюда? Помните, там у нас мощение Мощение или историческое. старинное, историческое мощение, там асфальта нет. Вот здесь по Трактовой подниматься. Вот представляете, Да, я вот знаю, как красиво я будет. студент Вот здесь поднимался. сразу вот здесь. Да. И, Конечно, и знаю. еще тем самым, Ради Фаридович, если мы перспективы, если запроектируем и построим путепровод через железную дорогу по Трактовой, мы Нижегородке, саму Нижегородке даем второй выезд. Все, договорились. Это История. обращайтесь, проектируем, работаем. Следующая необходимость, Ради Фаридович, это вот третий участок, который от реки Шутова до магазина «Лента», скажем так. Гидротехническое сооружение вопросов нету. Необходимо проектирование автодороги. Куда? Она идет у нас до Пугачева. А дальше сама улица Пугачева у нас проект есть, Ради Фаридович. Прошедший экспертизу, второй листочек, типовой разрез, 4-полосная дорога и с 2 дублерами. Протяженность какая? Порядка 2 километров. Ну, начинаем 5 лет. Да, вот разрез, вторую страничку, если обратите внимание, вот он типовой разрез, то есть она незатапливаемая отметка Пугачева, основная магистраль 4 полосы и 2 дублера с парковочными и тротуарными моментами. Если это будет реализовано, значит, у нас мы оценим где-то около 53-54% загрузки этого моста уходит вот на этот мост, и мы совершенно спокойно уходим на север. Вот, то есть мы вот этот узел, как бы мы не крутились, не вертелись, мы все равно идеально весь его, ну тут мы хоть четвертый мост построим, не развяжем. Дав альтернативу, мы всех людей совершенно спокойно. На Вагаева, пожалуйста, уезжаем. Давайте в комплексе все на транспортный час. Вообще в голове есть, да, чтобы, условно говоря, по набережной, ну, до Сипайлова дойти? А есть это, да? Там вот, я как, могу ошибаться, я как себе это представляю. Мы центральную часть набережной сделали, ключевая точка протяжения. Вся остальная протяженность набережной не обязательно должна быть. В ней важно только что
тротуар, велодорожка и дорога. Она уже просто должна выполнять транзитную функцию. А вот в районе Сипайлова, на набережной Сипайлова, там уже планируете, с учетом там почти 150 тысяч живет, там уже планируете какое-то расширение со своим амфитеатром. Да, так точно, который с Рыльского выходит, упирается и все. Продумали хорошо, очень важно, чтобы было много парковок. От памятника Салавату Юлаева до мостового перехода порядка 162 расчерченных единиц парковок. И от значит, моста Воровского до реки Сутолока еще 68 единиц парковок есть. Пока недостаточно парковочных мест, но мы еще думали о том, что надо делать приоритет по общественному транспорту, потому что на личном автомобиле мы все не вывесим. Ну, в филармонии, понятно, люди приехали там в движениях платьях, там парковка есть. А все-таки в рекреационной зоне надо делать обойти. Вы же хотите, вот если вы соедините вот ту дорогу, где-то Самара, да, и соедините правую и белую, она же будет забитая полностью. Ну, забита не будет, но если мы одну дорогу сделаем, то она будет забита. Если мы в комплексе город, мы же комплексно занимаемся. Ну, то есть вы не рассчитываете на парковку вдоль дорожной сети? Нет. Поэтому кармашки нужны. Да. 4 Кармашки 200 это мало. А с учетом тогда вот это вот, где будете филармонии делать, так там вообще парковка на 500 машин. Вот она есть. Сзади посмотрена, ее не видать, она так спрятана. Вот изначально надо строить всевозможные стеклянные павильоны, это делать и потом отдавать. Чтобы человек мог зайти мороженое купить, там еще, или там коворкинг какой-то, или там на детей оставить. Вот мы же так делаем, да? Какое-то содержательное наполнение. Предполагается стационарные постоянного пользования магазины, трансформаторные подстанции, 2 больших крупных туалета. Пока на время они должны быть, пока канализация не заработала, они в автономном формате, то есть для маломобильных групп мужская и женская составляющая. По численности населения тоже увязано. Но два участка мы как бы вот определили сейчас. Все коммуникации с ними. Чтобы потом всякие вот палатки там не появились, там должны быть стационарные все вещи. Именно об этом речь, Да? да, конечно. Поэтому сразу закладывать надо. Назрела необходимость о создании дирекции по управлению этой набережной. Одна часть у строителей, одна часть у МУБа, который Кировский район еле сдерживает. Ну, какое предложение? Под республиканские ЕГИ дирекцию, все остальные моменты подряд, и все соглашается. Республиканское учреждение. Да, вы тогда уже выходите, там, я с вами подключу. Хорошо. Спасибо. Ратфович, а интересны ведь проекты? Очень интересно. Очень интересные, молодцы коллеги. Они хороший проект. Он вначале, как-то, знаете, начинался как-то, вот, насколько я слышал, даже Кусками, какое-то разрозненными. неодобрение жителей было. Но, уверяю, вот очень большой объем работы сделан. И вот я любитель таких, может, эпитетов, но это реально будет одна из лучших набережных России. Реально говорю, вот она изначально заложена очень серьезно, продуманно. Ну, просто здорово. Просто сейчас надо подкорректировать какие-то моменты, да, чтобы сейчас важно, знаете что, важно, чтобы она наполнилась содержанием. Вот мне вот это волнует уже. Ну а теперь следующий этап создания дирекции. Да, Под чьей это уже эгидой чисто, уже? это организационные вопросы, они. Ну а у нас когда будет набережная? Вот так вот по планам. Но смотрите, какая-то часть, мы же говорили сейчас, уже к детским нашим играм будет вот то, что называется ГТС, да, гидротехническое сооружение. Это уже к нашим, к 31 июля. Этого года? Да, этого года. Но еще с учетом строительства дороги, увязки дороги дальше, соединение дороги, вот, ну, по сути, здесь важно что еще, вот о чем, для чего мы, собственно, сегодня приехали, самое главное. Мне коллеги говорят, надо соединять дорогу с правой белой, то есть на Нижегородку, и соединять, соответственно, вот дорогу, да, и в ту сторону. И дорога тогда станет таким, да, еще одним элементом нашей дорожной сети. Я был к этому осторожно настроен, потому что я боялся, что эта дорога, если будет активно пользоваться, она убьет набережную. Но вот мы пришли сегодня к выводу, что ничего не убьет, зато мы получаем еще одну, как бы, частичку, артерию, которая будет помогать дорожной сети. Спасибо. Спасибо.